Приветствую всех, кто сейчас смотрит телеканал Жибек Жоле. Это информационная программа «Новое время». Мы готовы рассказать вам коротко о событиях к этому часу. В студии Ульяна Шимова. Добрый день. Глава государства накануне вечером прибыл с официальным визитом в Сербию. В Белграде запланированы переговоры на высшем уровне. Президенты обсудят перспективы взаимодействия двух государств в политической, экономической и гуманитарной сферах. А итогом станет подписание двусторонних соглашений. Ну а впечатлениями о своей теплой встрече с президентом нашей страны поделился сербский лидер Александр Вучич. На своих страницах в соцсетях он рассказал, что Касым-Жомарт Токаев угостил его знаменитым алматинским апортом. Вучич поблагодарил главу нашего государства и заявил, что этот визит позволит еще больше укрепить связи между Сербией и Казахстаном. Двусторонние связи Астана и Белград наращивают уже почти 30 лет, причем как в политике, так и в торговле. Согласно данным Комитета госдоходов, товарооборот между Казахстаном и Сербией в прошлом году достиг 91 миллиона долларов. По итогам 8 месяцев этого показатель составил почти 70 миллионов. Сербам мы поставляем минеральные удобрения, полимеры и многое другое. А завозим с Балканского полуострова картон, алюминиевые профили, изделия из стекла и металлоконструкции. Точки соприкосновения есть и в области сельского хозяйства. Нам удалось пообщаться с сербским ученым Лазаром Коичем, который за 30 лет совместно с казахстанскими коллегами вывел больше 2 десятков гибридов кукурузы. Таким образом, в стране положено начало отечественному производству семян. Сейчас селекционеры работают над созданием адаптированных сортов сои. Для производства комбикорма это 2 альтернативные культуры. Они участвуют больше, чем 70% в производстве комбикорма. И поэтому мы сейчас начали создавать сорты сои для условий Казахстана. И сою там тоже будем размножать. И размножаем. Сейчас есть 5 сортов. Госкомиссии передали. А Белградскую башню украсило изображение небесно-голубого флага Казахстана. Кадры вы видите сейчас у себя на экранах. Здание, отмечу, стало новым символом столицы Сербии. Открыли 168-метровую башню чуть больше месяца назад. Это новое время, и продолжаем выпуск. 8 миллионов казахстанцев освободят от сдачи декларации уже в следующем году. Речь идет о работниках частных компаний, пенсионерах, домохозяйках и студентах. Это предложил министр финансов в правительстве, его поддержал премьер страны. Обосновали решение тем, что цифровые услуги сегодня позволяют государству полностью видеть финансовую информацию граждан, а потому отчеты о доходах для большинства уже не нужны. Сейчас в системе декларирования участвуют почти 5 миллионов человек. Это госслужащие, руководители и владельцы бизнеса, сотрудники квази-госсектора и их супруги. Премьер-министр Улжас Бектенов поручил за 3 дня подготовить документы для рассмотрения в парламенте. И сегодня же глава правительства поручил уже с 1 декабря приступить к выдаче займов фермерам. Минсельхозу и холдингу «Байтерек» предстоит оперативно сформировать пул заявок, а продкорпорации обеспечить прямой закуп зерна у фермеров по приемлемым ценам. Кроме того, по словам главы Кабмина, чтобы сделать нашу сельхозпродукцию более конкурентоспособной, нужно повышать уровень ее переработки. В ближайшую трехлетку в агросекторе запланирована реализация свыше 700 проектов, что позволит довести долю переработки до 70%. Бектенов поручил держать на строгом контроле все эти предприятия и сопровождать их до выхода на полную мощность. В стране тем временем открыли институт коневодства и кормопроизводства. Он появился на базе Актюбинской сельскохозяйственной опытной станции. Создать подобную исследовательскую организацию поручил президент на прошлой неделе во время первого сельскохозяйственного форума. Перед институтом стоит задача по улучшению племенных качеств лошадей, развитию коневодства и продвижению казахстанских пород на мировом рынке. На базе института также создадут информационный банк данных со сведениями о генетических группах лошадей и банк семени и эмбрионов. Ожидается, что численность племенных лошадей возрастет на 7% в ближайшие 5 лет.
А в области Абай браконьеры нанесли ущерб государству в 2,5 миллиона тенге. В Семее у организаторов незаконной рыбалки конфисковали 850 килограммов рыбы различных видов, изъяты также сети, лодки и незарегистрированное ружье. На организатора незаконной рыбалки возбуждено уголовное дело, ведутся следственные мероприятия. Стоит отметить, браконьеров удалось задержать благодаря дронам. По словам сотрудников полиции, использование летательных аппаратов для мониторинга берега Иртыш оказалось очень эффективным. Сотрудниками Управления по борьбе с организованной преступностью Департамента полиции области Абай проведена операция по задержанию браконьеров на реке Иртыш. Ущерб от их действий составил более 2,5 миллионов тенге. Организатор и 5 нанятых им рыбаков привлечены к ответственности за незаконную добычу водных ресурсов. Организатор также ответит перед законом за хранение оружия без разрешения. А на полях Акмолинской области инспекторам нацпарка Буйратау пришлось разнимать архаров. На странице Комитета лесного хозяйства появилось видео схватки животных. Самцы сцепились мощными рогами. В борьбе животные ослабли и не могли разъединиться. На помощь пришли сотрудники нацпарка, которые разняли парнокопытных. Сейчас у архаров идет период осеннего гона, во время которого самцы ведут яростные бои за самок, говорится в тексте под видео. Ну а в Акмолинской области тем временем появился отряд киберволонтеров, которые займутся поиском противоправного контента в сети. Соответствующий меморандум подписан между областным департаментом полиции и молодежным крылом партии Аманат Жастар-Рухы. Например, если киберволонтер видит сообщение, где присутствуют термины «соль», «курьер» или «легкая подработка», он делает скриншот, сохраняет ссылку и передает эти данные в полицию. В целом под мониторинг попадут разные интернет-платформы от соцсетей до маркетплейсов. Сотрудникам полиции помогать выявлять противоправный контент, а именно рекламу наркотических средств, а также объявления о трудоустройстве наркокурьерами и иных должностей именно в наркопреступности. Разработано положение, а также инструкция и методичка для киберволонтеров. Вот это тот самый случай, когда время в сети можно действительно провести с пользой. Удачи нашему кибердозору. На этом наш выпуск завершен. Я с вами не прощаюсь. Увидимся вечером ровно в 20 часов в программе «Новое время». Хорошего дня.